У обелиска тишина. Горит звезда, как только что отлита. За горизонт ушла война, оставив память в именах на плитах. А сколько их, шагнувших вдаль, в дымившихся покоятся воронках. Какой взять шрифт, чтобы печаль не жгла строку солдатской похоронкой? Сравняла непогода рвы и линии траншей, политых кровью, все, правые и неправы, сырой землей обласканы с любовью. Время успело запахать траншеи на полях былых сражений, однако оно бессильно ослабить память о несгибаемой стойкости и героизме миллионов советских людей. В нашей стране знают и помнят события Великой Отечественной войны, так как сохранились крепкие традиции воздания почести всем ветеранам и погибшим. Многие литераторы пишут книги о войне, посвящают героям стихи. Семью Виктора Куца, как и семьи многих белорусов, война не обошла стороной. В одном из самых сложных поэтических жанров поэме «В списках героев не значится» поэт повествует о судьбах своих земляков и родственников. Крестную мать замучили здесь. Гестапо замучила в тюрьме, в Родненской тюрьме погибла. Вот, ее били, истязали, и потом здесь и расстреляли ее и мать. А отец крестный тоже попал в засаду, ему расстрелили ноги немцы, и потом пытали его, занесли в дом его, туда, с деревни Рыбаки на Котры. Вот, принесли его в дом, и там грели, шампала нагревали, и ураны тыкали этими шампалами, каленными железом. Но их дух не удалось сломить под пытками. Когда он ничего не сказал, отрезали язык и живьем сожгли вместе с матерью в доме этом. Эти страшные по своей жестокости пытки свидетельствуют о том, что оккупанты придавали большое значение борьбе с коммунистическим подпольем. Они стремились любыми способами подавить его. Но одновременно налицо и другое. С каким невероятным мужеством и стойкостью держались патриоты. Несмотря на страшные мучения, они никого не выдавали. Крестные родители Виктора Куца стали прототипами героев его поэмы. В поэме все герои выступают под собственными именами. Это не выдуманные истории о тех, чьи имена не должны быть забыты. Каждый день побои и допросы. Кажется, что стены здесь кричат. Каждый день вопросы и вопросы, и на них нельзя не отвечать. Промолчу секунду, плеть вопьется, совершив змеиный свой прыжок. Тонкой нитью память обервется, и осядет тело, как мешок. Вновь вопрос, и вновь удар со свистом. Мало дня, пошли допросы в ночь. Изощрялись, как могли фашисты. Мать молчала, и молчала дочь. Лишь с высокой башенки с часами песнь молитвы освещала тьму. Кто тот грешник, разместивший в храме городскую с пытками тюрьму? Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов людей. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим. И очень важно воспитывать молодежь в духе патриотизма, считает автор. Во-первых, мы должны воспитывать молодежь в духе патриотизма, хоть немножко по ним рассказывать, чем занимались родители, за что они воевали. Сейчас молодежь, если большинство так, что даже улынивают от армии, не только что служили и знают о войне что-то, а подвиги родителей и своих братьев, это же обязательно надо знать. Это наша история.
Виктор Куц помнит свои корни. В своем творчестве он много говорит о малой родине, деревне Рыбаки, которая расположилась на берегу реки Котры. В книге «Белое молчание берез» есть стихотворение, посвященное деревне. О, белая, белая, белая Русь! В молчании белом березы оттают долины, и я соберусь у гай по тяплюткой дорозе. Березовый сок там в кувшинчик солью, и в сладком порыве признания по капельке звонкой друзей наделю, каб силу отчули яднання. Стихотворение написано сразу на двух языках, ведь в мироощущении автора невозможно отделить русский язык от белорусского. В детстве поэт писал только на родном языке. Тогда его стихи были удостоены похвалы известного белорусского поэта Михася Василька. Ну и я показал ему свои стихи. Ему стихи понравились. Ну, конечно, начало, знаете как, еще и рифма хромала, и строение иногда. А уже когда он, правда, отобрал 2 стихотворения и говорит, вот эти 2 стихотворения он взял, потом были напечатаны на белорусском языке. Когда Виктору исполнилось 17, он поехал по призыву комсомола в Казахстан. Там окончил техническое училище, печатался в газетах, участвовал в конкурсах. В одном из них одержал победу. И уже начал печататься, можно сказать, постоянно. Это уже в газете «Балхарский рабочий» и «Комсомолец Караганды». В «Комсомольце Караганды» был конкурс, и я посылал свои стихи, мне тогда дали 2-ю премию. Это стало стимулом к тому, чтобы не останавливаться и дальше развивать литературный талант, который вылился в сборник стихов «Крылья Водолея». Я сам водолей. Ну и, наверное, поэтому мне захотелось, хоть водолей, конечно, не имеет крыльев, но как поэт, вот, это окрыленность. Поэтому мне и захотелось именно крылья, мои крылья. Всю жизнь проработал на табачной фабрике. Работе, кстати, тоже посвящал стихи, которые зачастую декламировал на литературных вечерах. Он читал стихи так, как они звучали в его душе, оставалось лишь произнести. На одном из вечеров поэзии познакомился с Василем Быковым. Тогда Василь во всеуслышание сказал: «У вас, Виктор, отличные стихи, мелодичные, музыкальные, легко воспринимаются душой и сердцем, как будто все это происходит с тем, кто читает». Пришел на табачку работать и всю жизнь проработал. Окончил техникум вечерний здесь, химика, по оборудованию. Ну и стал техноруком, инженером по оборудованию поставили, а потом мастером, ну и старшим мастером, он считается как начальник цеха. Виктор Куц еще не раз встретится с Василем Быковым. Знаменитый писатель станет его учителем и идейным вдохновителем. Слова Быкова навсегда врежутся в его память. Правку своих произведений желательно делать самому автору. Ничьи слова не заменят авторской мысли. После сказанного, чтобы сгладить смущение, Быков улыбнулся редкой, доброй быковской улыбкой. Замечание писателя Виктор запомнил на всю жизнь. Всегда старался сам шлифовать свои стихи, внося авторские правки. Иная профессия как-то звучит. Ну, к примеру, геолог, ракетчик. А моя-то тихоня молчит, не бренчит. Кто я? Я сигаретчик. И порою слышу, как мне во след бросят словом да более жгучим. Кто он, Милка? Учитель? Нет, одним словом, простой рабочий. Но помимо того, что он простой рабочий, Виктор Константинович – автор 7 книг. Его перу принадлежит сборники «Котринские зори», «Крылья Водолея», «Яблони у дома», «Белое молчание берез», «Равноденствие», «8-я палата», «Дикая ягода». Он член Союза писателей Республики с 2008 года. Для него поэзия – это всплеск эмоций, как положительных, так и отрицательных. Удивлялся сам себе, что попадал в больницу, и в больнице
Я за 2 недели, вот их, что лежишь обычно, писал по 3, а то по 5 стихотворений в больнице. Нежную, напевную лирику Виктора Куца невозможно представить без темы любви. Его муза – жена, а спокойная и безмятежная любовь для поэта блаженство. Она всегда прочитает, это первый мой критик. Я всегда дам где-то что-то. Ну вот, тут надо было, может, вот так, может, вот так. Как хорошо, что никуда не нужно ехать больше срочно. Стальною нитью поезда сшивают даль двойную строчку. И в этом мире я и ты, как ветви две одной дороги, у неизвестной широты в одну свели нас наши боги. Виктор Куц – поэт, который пишет легко о сложном. Его стихи поражают духовной силой, захватывают дух детской открытостью, а главное – чистой глубинной любовью к родине. Здесь время целует святыни коложи, и странник находит душевный покой. Здесь светится солнцем улыбки прохожих, а город вдогонку спешит за рекой. Семьей здесь единой живут все народы. Земля Беларуси им родина-мать. Единство и волю, как немо на воды, нельзя полонить и нельзя заковать. Овеяны славой вплетаются годы, бриллиантами строек в корону веков. И дышит наш город ветрами свободы, и счастьем делиться с друзьями готов. Семьей здесь единой живут все народы. Земля Беларуси им родина-мать. Единство и волю, как немо на воды, нельзя полонить и нельзя заковать.